Дорогие уважаемые гости, уважаемые жители района, сегодняшний отчет отличается от всех отчетов, которые когда-либо были, потому что мы все понимаем, что сегодня совсем другая реальность, совсем другие вызовы, в том числе внешние, и сегодня решается судьба республики, решается судьба всех народов, проживающих здесь. Но прежде чем перейти к нашему, мы, конечно, хотим сказать, что мы видим работу, мы поддерживаем работу и своей администрации района, поддерживаем работу правительства в многих направлениях. Но сегодня хотим остановиться не на этом. Все-таки давайте поднимем наши злободневные главные вопросы. Прежде всего, конечно, по внешнему вызову, а именно по дальневосточному гектару. Мы прекрасно знаем, что вчера приезжал полпред Трутнев, знаем его итоги, о том, что люди наши, несмотря на страшный мороз, вышли на улицу, простояли, участвовало в пределах 500 человек на митинге протеста против принятия этого закона. Мы знаем, что из 9 регионов Дальнего Востока именно Республика Саха-Якутия является единственным регионом, который дал свои поправки по этому закону. Но считаем, что этого недостаточно, потому что другие края и области молчат, потому что им, они за этот закон, для них это хорошо. Но этот закон очень опасен для таких национальных республик, как Республика Саха-Якутия. Прежде всего не тем, что будет завтра, 1 мая, и не тем, что будет, скажем, через год или даже 5-7 лет, да, а том, что начнется дальше. Мы, как здравомыслящие все люди, и все мы сейчас на одной стороне, я думаю, понимаем, что закончится тем, что многие люди, взяв эти земли, не смогут их не обустроить, не вложить достаточные деньги и так далее. В конечном итоге эти деньги выйдут на аукцион. И мы должны понимать, что то, что происходит сейчас в Европе, это еще, цветочки по сравнению с тем, что будет у нас, потому что нас здесь слишком мало. И это реальная угроза для жизни не только народа Саха, не только местных жителей, но вообще для самой республики. Поэтому просим референдум. Просим правительство настаивать на референдуме по этому вопросу. Да, действительно, правительство Республики Саха-Якутия, глава республики активно участвовали в разработке, внесли множество поправок и на стадии разработки в правительстве Российской Федерации, на стадии, когда этот законопроект рассматривался в первом чтении в Государственной Думе, и сейчас ведется работа уже ко второму чтению, чтобы учли наши особенности, нашу специфику Республики Саха-Якутия. Я действительно понимаю вашу обеспокоенность по этому вопросу. То, что касается мест традиционного природопользования коренных малочисленных народов, эти моменты как раз таки были учтены в предложениях республики, и мы надеемся, что республика, глава республики, и наши народные депутаты добьются принятия учета наших предложений. Одобрить работу нашего правительства. Голосуем.